Фонд «Защитники Отечества». Кому помогут и какие вопросы решат. Бугульминская битва за воду. Одолеют ли пенсионеры местный водоканал? Семык – уникальные традиции марийского праздника. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. У нас отличные командиры, которые на своем примере показывают, как необходимо стойко и самоотверженно бороться. Морально-психологическое состояние бойцов хорошее. Люди понимают, куда приехали и какие задачи им предстоит выполнять. Присоединяйся к своим, как служат наши ребята в зоне специальной военной операции. Недавно с командировки вернулся, и поэтому пока немножко еще мыслями там, еще на той стороне. Вот так вот, когда я его в руки получил, оно не только хрупкое, оно еще такое весомое, тяжелое. Надо соответствовать. Высшая награда для татарстанских журналистов. Хрустальные перья фронтовых корреспондентов 7 дней. Мы 4 часа сидели, да, что нам просто уже хотелось уйти, но нас не выпускали уже. О, у вас здесь, говорит, так, говорит, вы здесь что-то опухоль. Лжемедицина или банальное мошенничество, как обманывают пенсионеров и как не оказаться в долгах после лечения. Согласитесь, мы живем в непростое время, когда многие прежние довоенные представления о жизни стремительно меняются. Когда каждый проходит проверку, простите, на вшивость. Когда каждый делает выбор. Когда многим трудно понять, что такое сегодня хорошо и что такое плохо. Танец маленького кадета из Нижекамска под песню Майкла Джексона на выпускном кадетского корпуса наделал много шума в интернете. У кого-то мальчик в кадетской форме, идеально исполняющий знаменитую лунную походку Майкла Джексона, вызвал умиление. Другие посчитали неуместным и непатриотичным танец под американскую музыку в кадетской форме. И это еще цветочки. В дискуссии приняла участие не кто-нибудь, а сама великая и прекрасная Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Russia Today, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник». В программе ЧТД она задала очень острый вопрос. Вот послушайте. Вопрос я вам хочу задать. На этой неделе зацепило меня видео, как маленький кадет в форме в Нижнекамске танцует очень талантливо, очень пластично под песню Майкла Джексона. Посмотрите. И вот такой вопрос. Мне просто всегда интересно держать руку на пульсе аудитории своей. Вы же на моем пульсе ее держите, я на вашем. Мне интересно, что вы об этом думаете. Вот как вам кажется? Это круто, клево, и так и надо. Мы забираем у них ту часть их культуры, которая нам подходит, ее ассимилируем. Или же это все совершенно несвоевременно, не круто, не клево, и не нужно нам, чтобы наши маленькие кадеты танцевали под Майкла Джексона, а нужно нам, чтобы они танцевали «Калинку-малинку», например. Я свое мнение не буду высказывать намеренно. Я вам скажу в следующей программе, если вы не возражаете. Я просто хочу вас попросить, на самом деле, давайте поговорим. Напишите в комментах, что вы об этом думаете. Мне очень интересно ваше мнение. Выскажу свое личное мнение. Меня эти кадры, когда я их смотрел первый раз, ничуть не шокировали. Если бы это был взрослый воин, принявший присягу, наверное, было бы неправильно. А так, маленький смешной мальчишка прекрасно танцует, считая это приемлемо. Конечно, под этот танец лучше подходит костюм Бэтмена, но здесь мы ступаем на скользкую дорогу вкусовщины. Главное даже не в этом. Уважаемая Маргарита Симоновна, я надеюсь, мы с вами не будем уподобляться нашим злейшим партнерам и заниматься культурой отмены. Коллективный Запад сегодня вычеркивает Пушкина и Чайковского. Наш балет отменяет все русское. И что мы в ответ вычеркнем Моцарта, Гёте и заодно Битлз и Майкла Джексона? И будем слушать только нашу «Калинку-малинку»? Не думаю, что это нас сделает более счастливыми, образованными, успешными. Любая изоляция вредна. И главное, великую русскую культуру, ставшую уже давно неотъемлемой частью мировой культуры, на мой взгляд, просто
нельзя отменить. Это удел убогих и обреченных. Будем выше этих неумных людей. Впрочем, некоторых вещей и я не понимаю и принять не могу. Наверное, любое богатое промышленное предприятие может отметить сегодня свой юбилей. Чествовать ветеранов, устроить праздник для детей. Понятно, жизнь продолжается. Но, мне кажется, во всем нужна мера. И по какому поводу такой грандиозный салют? А в это же время, когда у нас гремел салют в Белгородской области, от смертоносного салюта укронацистов опять погибли мирные жители. Там сейчас совсем не до веселья. Канал «Царьград», который трудно обвинить в отсутствии патриотизма, недавно сообщил, что в Комитет Госдумы передано 39 коробок с письмами наших бойцов, погибших от нехватки боеприпасов. На снаряды пороха не хватает, а на салюты, пожалуйста, красиво, дорого, с размахом. Пир во время чумы. Мне лично горько и обидно. На один такой салют можно снарядить минимум 3 роты бойцов. Какое-то у меня странное ощущение, что мы все живем в параллельных мирах. Для кого-то война, для кого-то мать родна, для кого-то все по-прежнему, как будто ничего не происходит. А ведь сегодня нам нужно мобилизовать экономику, объединить все силы и ресурсы, усилить дух и волю во имя единой цели. И тогда салюты будут, как в Великой Отечественную, как в переломном 43-м по поводу освобожденных городов. Салюты со слезами на глазах в память о героях. Наши земляки, как известно, уже больше года находятся в зоне проведения специальной военной операции. И мы, если вы заметили, стараемся рассказывать вам не о боевых действиях, а о наших людях на фронте, которые делятся своими мыслями, переживаниями, которые не сомневаются в правоте своего дела. Слушая их, я в который раз убеждаюсь в том, что есть в нашей стране много убежденных людей, которые сознательно пошли в зону боевых действий из идейных соображений. Отдельно сделаю акцент, еще сказывается советское воспитание. Сколько поколений мы потеряли и почему мы вырастили молодых людей, для которых Родина – это пустой звук, которые готовы продать ее за 30 серебряников западного мира, предмет отдельного рассмотрения. Из зоны боевых действий вернулись наши мужественные коллеги, корреспондент Зуфар Давлетшин и оператор Андрей Ключников. Наша история про людей. История про татарстанцев, которые покинули свою малую родину, чтобы защитить нашу одну большую родину – Россию. Не только ради людей, которые живут на этой земле, но и ради тех, кто остался ждать их дома. Я считаю свой долг служить Родине. Повестку получил, принесли домой. Как бы ждал уж ее. Жена не ждала. Съездил в военкомат, забрал повестку. Здесь оказался, чтобы как-то... Мне было стыдно, что ли, перед детьми, сыновьями. Я пришел в военкомат и выпросил свою повестку с 3-го или 4-го раза. Не хотели брать меня. То есть я же знал, куда шел когда. Профессиональные кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. Неважно, каким путем они здесь оказались. И те, кто по приказу, и те, кто по внутреннему зову понимают, для чего они здесь, что от них зависит будущее уже не только своей страны. А другие здесь просто не нужны. Немало было и мужчин, и пацанов, да, которые решили как-то слинять от мобилизации, уехать из страны, там еще что-то, в другие города и так далее. Вот что бы вы сказали этим ребятам, во-первых? Я с ними не хочу разговаривать, им ничего говорить не хочу. Сейчас вот это, что мобилизация, вот это все произошло, с одной стороны, я рад. Почему? Потому что многие свои открыли лица настоящие, сняли маски, убежали, спрятались, вот, показали свое. А многие ребята не побоялись, пришли, служат, показывают себя только с положительной стороны. Нареканий, замечаний со стороны командования у нас нет. Коллектив очень дружный. Ну, как вся наша республика, многонациональная, многоконфессиональная. Это все на их совести останется. Кто ушел, кто убежал. Таким людям здесь места нет. То есть, если они морально уже сами трухнули, то здесь они
особо такой пользы не приносили бы. Это может даже к лучшему, то, что они не пришли сюда. Здесь же, на родине. Куда выбегать? Есть же поговорка. Где родился, там и пригодился. Поэтому за нее и стоим. Возможно, стоит напомнить, что до того, как попасть на территорию проведения специальной военной операции, будущие бойцы проходили специальную подготовку на территории полигона Казанского танкового училища, например. Кто-то проходил ее или продолжал на других полигонах страны. Те, кто не держал оружие в руках лет по 10 или 30 после срочной службы, все быстро вспоминали. Учились, как правильно, группами отрабатывать военные действия. Запомнилось, пригодилось еще вот тактические занятия, как правильно прикрывать товарища, как правильно стрелять. Вспомнил, чему учился в армии по срочке по контракту. Все вспомнилось, как бы не особо-то забылось, но все равно подкорректировалось. Навыки улучшились в стрельбе, подготовке к этому. И уже здесь, даже когда относительно тихо и спокойно, учения ежедневные. Готовым надо быть ко всему и всегда. У нас отличные командиры, которые на своем примере показывают, как необходимо стойко и самоотверженно бороться и двигаться вперед. Постоянно у нас есть определенные занятия, тактические, и в теории проходим, и в практике проходим. Приходит пополнение, мы, как более опытные военнослужащие, передаем им свой опыт. Поэтому на месте мы не стоим. Каждый, пришел ли он сюда добровольно, по приказу или по повестке, признается, что в самом начале больше всего пугала неизвестность. Страх – это естественно. Если человек адекватен и он здоровый человек, страх должен быть. Без страха никак. Надо просто перебороть именно во время выполнения боевых задач. Уже как практика показывает, то, что все проходит. Что самое сложное было из этого всего, за эти последние, 5 месяцев получается? Обжиться. Скажем так, это же все обустраиваться, это непривычно было после гражданки, это все непривычно просто и тяжело. Но, слава богу, это все мы пережили, и вроде живем в достатке, все есть. Работаем. Тут ведь помимо службы еще есть хозяйственная работа. То есть все это делаем вместе, сообща. А труд, как говорится, он помогает и облагораживает. Здесь и те, кто недавно отметил 20-летие и не проходил срочную службу, и те, кому за 50, у кого-то за плечами не одна горячая точка, и не только в России, и руководители предприятий, депутаты, бизнесмены, рабочие, учителя. Здесь они все равны и все заодно. Со всеми интересно, никогда не скучно, да. Вот. Ну и задачи не дают повода как-то на какие-то разногласия. Мы все-таки тут одно дело делаем, да, и, что ссориться-то перед лицом врага, правильно? Все дружные, как семья, одна большая семья. В свободное время. Почитать книжку можно. Морально-психологическое состояние бойцов хорошее. Люди понимают, куда приехали и какие задачи им предстоит выполнять. Поэтому уровень ответственности, конечно, у людей значительно повысился. Все делаем одно дело, все взаимопонимание, шутки где-то поддержат, серьезно помогут, где-то пошутим. В принципе, с коллективом проблем нет. Обращаюсь к ребятам с Татарстана, то есть у нас все мужики нормальные, то есть работаем, отрабатываем, все нормально, все хорошо, живем, крыша над головой имеется, никто не жалуется. Если есть желание, допустим, к нам приехать, пожалуйста, мы вас встретим, объясним, морально поддержим. Ребят, не сидите в стороне. Это наша Родина, это наша земля, это наши люди. Мы им обязаны помочь. Мы своих в беде не бросаем. Так что возьмитесь за голову, приезжайте. Как потом смотреть в глаза дедам, бабушкам, которые прошли войну? Это нечисть, она здесь. Ее нужно уничтожать. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней из зоны специальной военной операции.
На этой неделе по всей стране открылись филиалы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». О необходимости создания такого фонда президент России заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 февраля этого года. 3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе. В указе поясняется, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Персональным сопровождением адресатов поддержки займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Новая структура нужна для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей. Учредителем фонда является правительство России и финансироваться будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований. В Татарстане филиалы фонда заработали в 18 муниципальных образованиях. Казанский филиал открылся в здании Дворца культуры химиков на улице Декабристов. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. 21 февраля было сказано, что фонд этот должен заработать в этом году и по всей России. При этом не снимая ответственности со всех уже работающих структур, ответственных за то, чтобы люди чувствовали себя комфортно и получали положенную помощь. Важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор. Нужно принести одну справку, потом это формат не тот, другой. И вот знаете, это очень тяжело, когда ты и так испытываешь вот эти стадии горя, а еще нужно бегать по разным инстанциям, собирать бумаги в кратчайший срок, все это приносить. Ну, это действительно тяжело. Ольга Ильдукова, вдова. Муж был мобилизован, вывозил раненых с поля боя, был ранен, умер от потери крови. Последний раз он мне позвонил 9 февраля. Вышел на связь, переговорил, спросил, как дети, как мама. Сказал, чтобы я жила той же жизнью, которой мы жили с ним, ни в чем себе не отказывала, не грустила. И что бы ни случилось, чтобы я не плакала. 10 февраля он погиб. Я здесь решила все-таки начать эту работу, чтобы, продолжить, так скажем, работу своего супруга. То есть, чтобы его гибель была не зря. То есть, он там погиб как герой. Я здесь должна все-таки помогать людям. Теперь Ольга социальный координатор, тот самый специалист, который будет помогать и бойцам, и их семьям здесь, на гражданке. Преодолевать не только бюрократию. В казанском филиале таких людей сейчас 9, будет 40. По всей республике должно быть к концу года 180 в 18 муниципальных образованиях. Социальные координаторы – это основные сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества». Обучались они практически месяц, очные, заочные форматы обучения были, тестирование. То есть это люди, подготовленные на сегодняшний день, прошедшие все необходимые тестирования. Это адресное персональное сопровождение каждого ветерана специальной военной операции и каждой семьи погибшего. То есть мы не сидим и не ждем, когда к нам кто-то придет и что-то попросит. То есть, знаете, выявительный порядок. Собрать нужные документы для получения социальной и финансовой поддержки, оформление инвалидности, юридические услуги, вопросы летнего отдыха детей, устройства их в детские сады и школы. Как заказать протез или устроиться на работу, получить новую специальность, решить вопросы с военным комиссариатом и военной прокуратурой. Словом, старались предусмотреть все. Мы должны работать проактивно, не оставить в стороне никого. То есть, чтобы каждый ветеран, каждая такая семья была в зоне нашего внимания. Каждый координатор будет разделен по районам. То есть Советский, Новосавиновский, авиастроительный район. То есть когда к нам обращается солдат, сразу же спрашиваем, с какого он района, и его уже направляют к определенному координатору. То есть нет такого, что хорошо, вы можете обратиться туда, вы можете обратиться сюда. Нет, мы координируем от и до. То есть берем за ручку, идем вместе. И бойцам, и родственникам будет очень удобно приходить сюда в одно место,
здесь получать все услуги, потому что здесь практически психологи будут специализироваться на проблемах наших ребят. Андрей Карабашев, ветеран специальной военной операции, был в Луганской республике в Запорожье, сейчас на лечении. И таких, как Андрей, здесь немало. Тех, кто на себе все испытал и знает, что чувствует человек, который видел смерть друзей. Здесь вдовы, жены, матери военнослужащих, которые тоже понимают, о чем говорить с теми, кто приходит сюда за помощью и поддержкой. Ничего не испытывать негативного, это как бы даже было бы странным. Потому что это достаточно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Вот, поэтому мы говорим о том, что да, будет плаксивость, будет раздражительность, будут нарушения сна, потому что психика, она тоже мобилизуется, вот, и ей нужно как-то восстанавливаться постепенно. Особое внимание здесь именно психологической поддержки, как вернувшихся бойцов, так и семей, тех, кто уже никогда не вернется. Прожить, пережить, принять и потихонечку, постепенно находить какие-то новые смыслы, делать что-то обычное, какие-то повседневные дела. То есть самый лучший способ – это что-то делать. В Казани филиал фонда расположен во Дворце культуры химиков, правее от главного входа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания. Мы со своей стороны и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда. И мы не будем только опираться на те средства, которые фонд, республика всегда окажет необходимую поддержку для нашего филиала. Открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в среду, 31 мая. И уже на следующий день стало ясно, что спрос на эти услуги очень высокий. Пришли по вопросам организации отдыха для детей в каникулярное время. Да, были трудности с этим. Вопросы у нас возникают. Вот. И это хорошо, что бесплатно вот это все. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Мои коллеги, творцы и сотрудники программы «7 дней», корреспондент Зуфар Давлетшин и оператор Андрей Ключников на этой неделе стали обладателями главной журналистской премии республики «Баллюр Калям» «Хрустальное перо». Их совместные репортажи из зоны специальной военной операции – это профессиональная репортерская работа, сопряженная с риском для жизни. За каждой статуэткой у всех награжденных годы напряженного труда, талант и признание, верность своему долгу, неоспоримые заслуги, гражданская позиция каждого номинанта и слаженная работа целых журналистских коллективов. В этом году премия была особенная. Поступило более 2000 работ. Это рекордное количество заявок. Выбрали самых-самых. Сегодня у зрителей есть огромный выбор, кого и что смотреть и читать, теперь уже и в интернете. Но именно на этой премии «Хрустальное перо» собрались те, кто в этом новом море информации сумел удержать любовь и внимание своих зрителей, читателей, слушателей. Репортаж Диляры Юсуповой. Итак, мы начинаем с первой номинации. Внимание, на экран. Хрупкое, тонкое, как мастерство, и острое, как само слово. В этом году «Хрустальное перо» особенное. Исторически переломная эпоха диктует журналистам быть не только над событием, но и внутри него. В кулуарах наши герои, корреспондент «7 дней» Зуфар Давлетшин и телеоператор Андрей Ключников с трудом привыкают находиться по ту сторону экрана. Я обычно сам все дело снимаю, тоже так же устаю, как вот мой коллега тоже нас снимает, здрасте. Вот. И, в принципе, необычно для меня тоже быть по ту сторону. Недавно с командировки вернулся, вот, и поэтому пока немножко еще мыслим там, еще на той стороне. Вот. Сейчас мы посмотрим, что будет. Ну, Андрей, так вообще у него же и те самые во время пандемии он эти кучи красных зон прошел. И как спецвоенная операция началась, так мы с ним тоже вот. Своим боевым дуэтом работали в самой гуще событий специальной военной операции. Передавали материалы с передовой, участвовали в сборе помощи нашим бойцам. То, что делают фронтовые репортеры. Важность их миссии сложно переоценить. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней. Луганская Народная Республика. Победителями в номинации «Лучший в профессии» становятся Давлетшин Зуфар Вахитович, телерадиокомпания «Новый век». Долгожданную победу в номинации «Лучший в профессии» Зуфар Давлетшин принимает скромно, но с радостью. Это его первое «Хрустальное перо» за многолетнюю карьеру и первый, так сказать, боевой опыт в профессии.
Как и весь мир, он тоже толком не понимал, с чем столкнулся. Но, как известно, журналисты не сдаются на полпути. Показывал, рассказывал, прятался от снарядов. Благодаря всему этому люди здесь смогли увидеть, как это там. Все время задумываешься, что все-таки люди там живут, те, которые там остались, никуда не уехали, местные жители живут. И наши бойцы там находятся постоянно, поэтому как-то говорить о том, что мы там какое-то время побывали, поснимали, и нам было страшно, опасно, как-то совесть не позволяет. Вот она вроде такое хрустальное, да, хрупкое, острое, но вот так вот, когда я его в руки получил, оно не только хрупкое, оно еще такое весомое, тяжелое. Надо соответствовать. Победителем номинации «Телеоператор года» становится Андрей Валентинович Ключников. Свое первое перо получает и Андрей Ключников в номинации «Телеоператор года». 3 года подряд он номинировался на премию, и, видимо, действительно Бог любит Троицу. Андрей рад, что именно сейчас и именно за эти военные специальные репортажи. Это он делал кадры, полученные буквально чудом. Это он передал атмосферу тяжелого фронта и надежду бойцов, чтобы потом вы, телезрители, думали, что так не бывает. А оказывается, бывает. Магия эфирной картинки, не иначе. Что самое важное для оператора телевидения, как ты думаешь? Я думаю, в первую очередь, это видеть картинку. Потому что если он видит картинку, то он построит сюжет. Потому что иногда даже бывает так, что профессиональный оператор может выехать и сделать для него сюжет, то есть и при том, что корреспондент не может и не быть на съемочной площадке. Но все подходы, конечно, сказать могу, потому что у каждому свойственно свой подход к съемке. И, наверное, пускай будет тайна небольшой. Они сами изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции, не дожидаясь, когда им скажут «надо», либо «а кто желает». Они сами подошли и сказали: мы хотим, впереди 3-я командировка. И все репортажи, все фильмы, которые были выставлены на конкурс, они, естественно, были оценены по достоинству, потому что именно в этот год можно было оценивать тот самый журналистский долг, журналистскую работу в тех самых новых условиях нового вызова. Вручают премию Андрею наши друзья, коллеги и гости из Луганской республики. Тоже журналисты, которые знают, как никто, что происходит, когда жизнь меняется за секунду и как об этом рассказать. Приезжайте все обязательно в Луганскую Народную Республику. Поверьте, не все так страшно, никого не слушайте. Там очень много людей из Республики Татарстан, которые вас ждут. Это факт, действительно. Это врачи, это учителя, это наши солдаты, герои, воины. И действительно сегодня вы мост между ними и их домом здесь. Потому что кто, как не вы, расскажете об этих людях. Рекордное количество заявок в этом году более 2000. В этом году увеличилось и количество номинаций. Журналистов оценивали по 14 критериям. Общий призовой фонд – 700 тысяч рублей. Комиссия в составе именитых журналистов определяла самых достойных, самых именитых. На самом деле я у членов комиссии пытался узнать, кто победил. Мне сказали, когда откроете конверты, узнаете. Поэтому если кому-то понравилось, кто-то хочет сказать спасибо, говорите мне. Если что-то не так, то комиссия все вопросы. Сегодня каждому человеку доступно большое количество информационных источников. И в этих условиях важнейшей задачей каждого журналиста, автора становится объективное, достоверное и полное информирование населения. Одна из новых современных номинаций – популярный блогер. За последние годы информационное поле сильно изменилось. Это время требует от нас другой скорости, других навыков, как это модно говорить сейчас, скиллов. Это требует от нас быстрой реакции. У зрителей как никогда огромный выбор, кого и что смотреть и читать. Популярная цитата известного фильма «Ничего не будет. Одно сплошное телевидение» подтверждается сегодня скорее в ключе «Один сплошной интернет». Но здесь собрались те, кто в этом новом море информации сумел не только удержаться на плаву, но и двигаться синхронно с современным тенденциям. Мы видим переход от общих брендов к личным, я бы так сказал. Вот сегодня была номинация «Лучший блогер». Мы видим такой очень сильный рост, например, Телеграма. Да, и это не какие-то бренды такие классические. Это вот, новые медиа, их так принято называть. Десятки газет и журналов, а еще телевидение, радио и веяние времени, сетевые издания. И все мы работаем, чтобы зрители, слушатели, читатели могли узнать о том, что происходит в стране и в мире. Радио в этом смысле особенно тяжело. Донести смысл голосом и интонацией – это как никому удается команде Болградиуса.
Интеллигентная и изящная серия программ о культурном наследии народов Татарстана заслужила свой отдельный спецприз. И мы к Году культурного наследия сделали цикл таких аудиооткрыток коротких, где попытались рассказать о культуре, традициях, музыке тех народов, которые проживают в Республике Татарстан. Гран-при в этом году получил главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев. За его плечами 56 лет творческой деятельности, все они были связаны с журналистикой. Александр Николаевич – это человек, который многие годы являлся председателем жюри данного конкурса и внес большой вклад в развитие и сохранение этого конкурса. За каждым из дипломов огромный труд. Труд, награда, за который интерес людей, который поддерживается каждый день. И иногда каждую минуту. Значит, есть что еще сказать, что обсудить, значит, мы попали в тот самый больной и важный нерв. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Мы 4 часа сидели, да, что нам просто уже хотелось уйти, но нас не выпускали уже. О, у вас здесь, говорит, так, говорит, вы здесь что-то опухоль. Лжемедицина или банальное мошенничество, как обманывают пенсионеров и как не оказаться в долгах после лечения. Рустам Минниханов с рабочей поездкой находился в Москве. Раис республики принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречу с участием глав регионов и бизнесменами провел премьер Михаил Мишустин. Здесь обсудили стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, проблемы сферы, предложения и меры поддержки. Фарид Мухаммедшин с рабочей поездкой находился в Москве. Он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудили вопросы гармонизации регионального и федерального законодательств. После здесь же, в Нижней палате парламента, открыл выставку фотохудожницы из Татарстана. Руководитель администрации Раиса Республики Азгат Сафаров посетил Татмедиа. Он ознакомился с редакциями республиканских изданий, пообщался с журналистами и редакторами, ему презентовали новые творческие медиапроекты. Затем на заседании Совета директоров подвели итоги работы в 2022 году и первом квартале этого года. Рустам Минниханов в Казанском Кремле чествовал хоккеистов Акбарса. Игрокам, тренерам и административному штабу клуба вручили серебряные медали. Напомним, казанская команда остановилась в шаге от победы в 7-м матче финала Кубка Гагарина, уступив московским армейцам. Команда продемонстрировала настоящую волю к победе, показала характер, а зрелищный захватывающий хоккей стал залогом попадания в плей-офф, отметил Раис Республики. В этом году на мосту «Миллениум» начнется ремонт. Сейчас разрабатывают схему движения на время работ. Об этом рассказали Рустаму Минниханову. Он осмотрел объекты дорожно-уличной сети Казани. Раис Республики также ознакомился с ходом строительства первого этапа Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Протяженность участка почти 4 километра. Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики. Ему представили несколько проектов. Это строительство 4 криогенных топливозаправочных пунктов, 2 футбольных манежей для круглогодичных занятий спортом. В Зеленодольске хотят открыть фабрику по производству мороженого и кондитерских изделий и термальный комплекс. Фарид Мухаммедшин призвал молодых парламентариев Поволжья обратить внимание на проблемы сельской молодежи. Председатель Госсовета Татарстана принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Встреча прошла в Перми во главе с заместителем полномочного представителя президента России в округе Игорем Буренковым. В Казань приехал с рабочим визитом директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов. Вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в республике Рустам Минниханов и Виктор Золотов обсудили в Доме правительства. Во время встречи Раис Татарстана вручил директору Росгвардии медаль столетия ТССР за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Виктор Золотов и Раис Татарстана Рустам Минниханов открыли новое административное здание для подразделений территориального управления. 5-этажный комплекс переехали сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. В Международный день защиты детей в полилингвальном комплексе «Адемнар» в Казани представили художественный фильм на татарском языке «Ментимер и его друзья». Среди зрителей были государственный советник республики Ментимер Шаймиев и председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов. В речном порту Казани судоходной компании «Флот Республики Татарстан» передали 2 пассажирских судна. Это А-217-1 и «Метеор-2020», получившие имя Михаил Девитаев. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Подарок ко Дню защиты детей получила детвора казанских дербышек. В микрорайоне открылся новый благоустроенный двор, объединивший 12 домов. Работы прошли по программе «Наш двор». Долгожданный апгрейд оценил и Рустам Миниханов. Раис пообщался с жителями и спросил, пришелся ли им ремонт ко двору. На территории ДРКБ началось строительство духовного комплекса «Тихий сад». На 2 холмах построят церковь, мечеть и парк для отдыха маленьких пациентов и их родителей. На церемонию закладки первого камня приехал Рустам Миниханов. Минтимер Шамиев провел выездное совещание по строительству нового гостиничного комплекса в Болгаре. Новый 3-этажный отель «3 звезды» будет располагаться за пределами исторической части древнего городища Болгара, за музеем хлеба. Решение о строительстве было принято руководством республики в начале года в связи с увеличением числа посетителей. В 395-м детском саду Казани Раис Татарстана осмотрел экозоны, музыкальные и физкультурные залы. Побывал в ясельной группе. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 детей. Работают 12 групп. В 12 районах республики медленно идут дорожные работы по программе «Наш двор». Судя по динамике, за последние 2 недели выполнено всего 12% от запланированного объема. Об этом сообщили на традиционном совещании в Доме правительства с Раисом республики. Также в 11 районах республики застопорился плановый капремонт. Строители даже не приступали к работам в 75 многоквартирных домах. Рустам Миниханов дал ряд важных поручений по обеспечению безопасности населения в летний период. Жестко следить за соблюдением условий детского отдыха, подготовить пляжи и контролировать зону отдыха у воды и организовать на должном уровне массовые гуляния. Тем временем в Бугульминском районе местные пенсионеры вступили в неравную схватку с одной из самых крупных местных коммунальных компаний. Жители окрестных деревень шлют письма в различные инстанции с просьбой усмирить пыл руководства Бугульминского водоканала, сотрудники которого совершают незапланированные набеги, сметая все на своем пути. Уже несколько деревень в районе оказались в летний сезон в буквальном смысле отрезаны от главного источника жизнеобеспечения – воды. Сотрудники водоканала срезают под корень трубы и колонки для забора воды, которые были построены силами местных жителей еще в советские годы. Подробности от Эльзиры Юзаевой. Как говорят, не узнаешь мира, не зная края своего. Юго-восток республики по праву называют Татарстанской Швейцарией. Природа щедро наделила эти края несметными богатствами. Высокие горы, густые леса, голубые озера и многочисленные родники. Люди испокон веков здесь жили в гармонии с природой. Еще в советские годы в деревне Елховка, что находится всего лишь в нескольких десятках километров от Бугульмы, был проведен водопровод. Вода в деревню самотеком шла из родников с ближайшей горы. Причем водосток был такой силы, что для его природного хода не нужно было строить дополнительные сооружения, возводить водонапорные башни, сооружать насосы, помпы, станции. Природа обо всем позаботилась сама. Люди лишь проложили для воды дорогу. Водопровод долгие годы служил исправно, берегли его как могли, чистили родник, меняли краны, утепляли, заваривали течи, так как вода в деревне – это источник жизни для всего живого. Приехал ассанизаторская машина, чтобы выкачивать, и эскаватор приехал. Все приехали, чтобы воду с нас убрать. Так в Елховке одни потеряли стыд, другие – покой, сон и воду. Незваные городские гости без какого-либо зазрения совести решили выставить счет местным пенсионерам за несуществующую коммунальную услугу, за родниковую воду. Ситуация не столько абсурдная, сколько циничная. Особо ретивые пенсионеры получили штрафы поболее, чем те, кто решил беспрекословно за все заплатить. Такой вот особый тариф на покорность. Населению было предложено заключить договор на поставку воды с предприятием «Бугульма-водоканал», но неуемная жажда наживы оказалась слишком высока. А чтобы деньги уж наверняка не утекали сквозь пальцы, сотрудники предприятия во время своего очередного незапланированного набега срезали на корню все точки водяного сбора, все деревенские колонки, откуда пенсионеры брали воду. В результате 12 домов вот в этой округе получилась у нас сумма 1 693 000. Пенсионеров. С пенсионеров. Даже по пожарной безопасности у нас по деревне нет воды. Вот, даже попить нет у нас воды. Они наоборот
делают Все говорят, против что людей. возрождают, а тут наоборот глушат. Против народа все делается. Но они предлагали нам платить, мы им спрашиваем, на основании чего? Может быть, вы Вода нам течет воду самотеком. положили, может быть, вы обслуживаете что-то. На основании чего мы должны вам платить? 11 клумбов, вот вы подумайте, 11 тонн человек может в месяц тратить. 11 тонн, это я 40 ведер воды в день могу истратить на себя, на человека, да? Откуда эти расценки берутся, непонятно. Такой тариф выставили поставщики услуг за родниковую воду жителям еще одной деревни Новоалександровка, где проживает сегодня 500 человек. Письма с предупреждениями они начали массово получать в январе 2019 года. Платежи за родник по городским нормативам, как за централизованную фильтрованную воду. План у коммунальщиков до гениальности прост – прийти, обрезать трубы и выставить счет. У нас, мало того, ни одного магазина нет, что нельзя будет купить где-то эту воду. Даже уже колонок лишают. Вот в соседних селах во всех деревнях вырезали колонки под корень. Их не волнует, что вот у людей там сараи, бани, что они с колонок, кстати, все под корень срезали. В Новоалександровке свой родник пока смогли отстоять. Закон Архимеда никто не отменял. Их выталкивающая сила оказалась больше силы влияния водоканала. Скотину держать уже становится практически невыгодно. И потом подумаешь, в саду выйти полить или не выйти полить. А сейчас лето, вы сами знаете, какие. Можно понять, если воду качают, например, качали бы нам с Камы. Ну, скажем, действительно, на всех не хватает. Там какие затраты приличные. У нас свой родник, надо же, да? оттуда вода бежит, излишки воды в ручье убегают мимо деревни, а мы должны экономить. Что закон, то тайга. Большая волна дошла практически до всех тихих гаваней Бугульминского района. В поселке Карабаш, где люди всегда исправно платили за питьевую воду, были срезаны все уличные колонки, чтобы у проезжающих путников не было даже и мысли воды напиться. Козленочками станут, нежели позариться на чужое добро. Водоканал дает жару. Даже в общественной бане дым коромыслом стоит. Штраф прилетел за кусок шланга неизвестного происхождения. Коммунальщики такую находку оценили ни много ни мало, а в 1,5 миллиона рублей. Из камучандан торчал сосок под этим. Это что такой? Я говорю, базану, блин, куланмырыз, еще как. Ага. Акт составили, все. Штраф пришел 190 тысяч через полгода. Все-таки надо как-то объективно подходить к этому вопросу. Прежде чем выставлять такие огромные суммы жителям, да, надо разобраться вообще, а потреблялся ли такой объем воды вообще. Это же объективная ли информация по этой потребленной воде? В народе говорят: сделай добро и брось его в воду. Такой вот уж у нас народ, не ждет благодарности, награду или признания. В 2012 году Бугульминский водоканал стал участником программы «Чистая вода». Каждый работающий житель района, без исключений, внес свой денежный вклад в благое дело. Каждое предприятие, каждый бюджетник перечислил определенную сумму денег на то, чтобы обеспечить Бугульму чистой питьевой водой. В итоге за проделанную огромную работу предприятие «Бугульма-водоканал» становится даже обладателем особой награды ООН. В 2019 году сменяется высшее руководство водоканала. Сегодня его единственным владельцем является бывший сити-менеджер набережных Челнов, в последние годы занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры ЖКХ республики Ринат Абдулин. Только в прошлом году империя Абдулина получила прибыль на сумму свыше 262 миллионов рублей. За чей счет банкет? Комментарии будут излишними. На наше письменное обращение о законности действий сотрудников предприятия в деревнях Бугульминского района был получен удивительный по своему цинизму ответ. Внимание на экран. Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется круглосуточно. Вся система работает в штатном режиме, основные узлы системы не отключались и не демонтировались. Объекты являются собственностью Бугульминского муниципального района, потому работу по предотвращению возникновения пожаров должны проводить муниципальные органы. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Эльзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней. Фиктивные диагнозы, несуществующие болячки и бесполезные процедуры.
Истории, которые начинаются тривиально, с телефонного звонка. Вежливый, уверенный голос настойчиво предлагает не откладывать на потом вопросы личного здоровья. Тем более акция, тем более бесплатно. На подобную удочку попался и герой нашего следующего репортажа – пенсионер Кузьма Машков. Яркий буклет зазывал: консультации специалистов, УЗИ в подарок, и все это за 149 рублей. Заманчиво, правдоподобно. Закончилось все в кабинете в окружении так называемых медиков. Пели соловьем, обещали исцелить от всех недугов сразу. Запугивали, что если не согласится, умрет буквально завтра, и не выпускали из стен клиники. В итоге из дверей медцентра пенсионер вышел, но с кредитным договором на руках на 108 тысяч рублей. Пенсионер подал в суд и даже выиграл компенсацию. Правда, до сих пор не получил ни копейки. На счетах организации пусто, а юридическое лицо ликвидировано. На бумаге, конечно. По факту медицинский центр продолжает работать под другим названием и даже под другим юридическим лицом. Доказать связь между учреждениями теперь очень непросто, даже правоохранительным органам. Диляра Юсупова попыталась разобраться во всех хитросплетениях черных докторов. Реклама городских медцентров, чудо-клиник, которые вылечат от любой болезни. Звонки с приглашением на бесплатную диагностику или процедуру по суперакции. Только здесь и прямо сейчас. Такое предложение по телефону или буклет в почтовом ящике получал каждый из вас. Вот лекарственные всегда беспрерывно каждый месяц много денег уходит от пенсии. Шаткое здоровье – это то, на чем играют аферисты. Вот этот буклет с чудо-акцией «Все за 149 рублей» пенсионерам вручили прямо в центре города. Почему бы не пойти? Ведь дешево, почти бесплатно. Это бесплатно потом обошлось слишком дорого, но это потом. Сначала они просто пришли, а дальше началось настоящее представление. Снимает УЗИ там на экран. О, у вас здесь, говорит, так, говорит, вы здесь что-то, опухоль, у вас опухоль здесь. Вид у вас, говорит, плохой, там лицо, говорит, вы болеете, говорит, сильно, говорит. Вам, говорит, надо лечиться любой ценой, ну, без лечения вы, говорит, не можете жить дальше. И ни один цена процедур, услуг там не говорят. Скидка, говорит, скидка, очень мало будете платить, говорит, очень мало, говорит, будете платить. Кузьма Машков рассказывает, говорили много и без остановки. Это основной прием в подобной схеме. Мол, с помощью новейших технологий творим чудеса. Излечиваем неизлечимо больных, разумеется, за большие деньги. Кредит оформляли прямо в соседнем кабинете. Действовали решительно. Мне как-то это было неприятно, я хотела уйти. Но из кабинета они не выпускают. А как они не выпускают? Они стоят на амбразуре или что там? Они закрывают кабинет и уговаривают. Они уговаривают. Это вам дешевле выйдет. И это... Всем они говорят, вы умрете. Мне все это не нравится. Мы 4 часа сидели, да, что нам просто уже хотелось уйти. Но нас не выпускали уже. То есть, чтобы просто уйти? Да. Шансов избежать оплаты чудодейственных процедур, пациентам обычно предлагали массаж или лечение пиявками, было немного. И действительно, Кузьма Машков даже воспользовался некоторыми услугами. Это было ошибкой. Говорит, расторгнуть договор ему не дали даже на следующий день. Забалтывали снова и снова. Сначала мило, потом резко. Давили, угрожали. В итоге вообще перестали пускать на порог. Он подал в суд и даже выиграл его. Иск, правда, удовлетворили частично на 55 тысяч. Но получить их даже теперь, даже этот минимум, он не может. У нас есть решение суда с этим адресом. Но они будут менять беспрерывно 100 раз, так ведь могут менять. Когда пенсионер говорит «менять», он имеет в виду название фирмы и юридическое лицо. В данный момент компании, с которой Машков судился, попросту не существует. На счетах 0, имущества не имеется. Сегодня проблема перевода бизнеса и попытка спрятаться от потребителя, она все еще остается. Они создают компанию с номинальным директором и учредителем, рассчитывая на очень короткий период ее жизни. И их задача состоит в этот короткий период жизни заключить как можно больше договоров, собрать как можно больше денег, и сразу же, как только поступят там первые претензии, суды, компания исчезает.
Она не исчезает как бы из реестра, она значится как бы там в ЮГРЛ. Это есть компания, однако у нее полностью отсутствует офис, персонал, есть директор, которого еще надо найти. Итак, центр располагался вот в этом здании. Сейчас здесь центр медицинской реабилитации. То, что он находится на улице Бутлерова, само по себе притягательно для людей и, конечно, для пенсионеров. В соседнем здании находится республиканская офтальмология и республиканская стоматология, что само по себе уже вызывает доверие. Вход только по звонку, внутри классический ресепшн, стены увешаны какими-то грамотами, плакатами и сертификатами. Вот только нет ни одного врача. Руководство на месте тоже не оказалось, а вот вышедшая к нам сотрудница была не особо приветлива. Никто никому не навязывает кредит здесь, во-первых. Здесь люди лечатся годами. С 17-16 годов, как открылась наша организация. То название, которое вы говорите, я вот его слышу впервые. Вы предоставляете медицинские услуги? Или как? Не медицинские. Ну, у нас есть массаж, это все там в лицензии есть. Посмотрите, пожалуйста. Весь перечень, спектр услуг. В общем, руководства никого нет, я не могу дозвониться, честное слово, они в отпуске. В ассортименте, как и в случае с Машковым, массажи и другие не медицинские, а общие процедуры. Просим показать прайс, показывает, но тут же агрессивно убирает и просит на выход. Но мы успеваем зафиксировать юридическое лицо. Это ООО «Аннели». Судился Машков с другим юрлицом ООО «Элиас». Управляющей компанией его является ООО «Эльта». Это сведения из открытых источников, но адрес, похоже, номинальный. Там не находим ни вывески с подобным названием, ни даже номера такого кабинета. ООО «Аннели», который является сейчас юрлицом Центра медицинской реабилитации, в открытых источниках не фигурирует. Но мы нашли их в реестре Росздравнадзора. И здесь, внимание, компания имеет медицинскую лицензию, официально и по закону, выданную Минздравом республики. В Росздравнадзоре нам объясняют, лицензия не панацея, а о самом центре на Бутлерова они слышат не в первый раз. Не раз они меняли название, юрлицо и лицензию. Получить лицензию, имея набор документов, это сделать не очень сложно. Понимаете, то есть это фактически надо нам иметь помещение, иметь специалистов по трудовому договору, которые будут оказывать помощь, иметь медицинское оборудование. Эти организации, они обычно не заявляют сложные виды деятельности, они берут простые. Терапию, педиатрию. Само получение лицензии не говорит о том, какую помощь они дальше будут оказывать. 2 адреса известных, мы получаем часто с них информацию о них. Это Правобулачная, 30 и Бутлерова, 16. Причем они могут менять и меняют часто вообще даже и юрадреса, меняют лицензию, меняют наименование. Ну и, соответственно, пациенты жалуются, конечно, трудно доказуемая позиция, тем не менее, что их поят чаями какими-то, уговаривают, оказывают психологическое воздействие. Прежде всего, надо изучать ситуацию. И если нам предоставляют документы, что пациент все подписал, вы знаете, очень сложно этому противиться. Мы не знаем, одна и та же ли эта компания. За ответом мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они выяснили, есть ли связь между ними. Ответ пока ждем. Но что получается по факту? Лицензия совершенно не гарантия, что вас не обманут или окажут качественную услугу. Более того, сейчас говорить открыто о связи этой компании с той нельзя. И все это несмотря на то, что интернет завален свежими негативными отзывами в отношении именно этого центра. Юристы объясняют, хоть схема довольно стандартна, доказать причастность нового юридического лица возможно лишь в рамках уголовного дела. Для этого необходимо знать, во-первых, конечных бенефициаров бизнеса. То есть, кто организовал это. А то, что внешние признаки есть, что те же люди, всегда можно прикрыться продажей бизнеса, использованием места под тот же бизнес над другим юрлицом. И только в случае, если мы знаем конечных бенефициаров, что это один и тот же человек организовал и просто меняет, тогда есть шанс это доказывать. И то доказав в общегражданском процессе, мы не добьемся привлечения новой компании по старым долгам. Получить деньги Машкову даже по закону теперь почти невозможно. Судебные приставы в подобных делах бессильны и действуют в рамках исполнительного производства.
При выявлении имущества пристав вправе наложить арест на данное имущество должника для дальнейшей его реализации. Кроме этого, судебный пристав имеет право применить и другие принудительные меры в соответствии с действующим законодательством. Срок исполнения зависит от категории исполнительного производства. Также в соответствии с статьей 46 Федерального закона об исполнительном производстве, исполнительное производство может быть окончено в связи с невозможностью взыскания долга. Опыта судебных разбирательств по поводу обмана пациентов мало. Адвокаты берутся за такие дела неохотно, потому что в большинстве случаев это невеликие деньги. Да и не очень понятно, с какой стороны к этому подходить. В случае с Машковым выигранный суд – это выигранная битва, но не война. Дело о взыскании со временем может быть закрыто навсегда. Но что остается открытым – это вопрос, как долго доказанная вина будет оставаться безнаказанной. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин, 7 дней. Хоровод народных праздников продолжается. Марийский Семык входит в летний праздничный календарь. В нем тесно переплетены древняя обрядовость, связанная с культом предков, с особым отношением к земле и семье. Это один из самых любимых и значимых праздников для марийцев, бережно хранящих свои традиции, можно сказать, обязательных. В нем тесно связаны и приметы на будущее, и ночные бдения старожилов, и сбор цветов на лугах. Семык отметили накануне в Агрызском районе. В год национальных культур и традиций, объявленном в нашей республике, цель которого выделить и еще раз восхититься уникальностью, талантом каждого народа, проживающего на земле Татарстана, праздник не мог не пройти с особым размахом. В село Пелемеш отправилась Татьяна Тимошенко. Представители марийского народа собираются на праздник со всех уголков Поволжья и даже Урала. Мы ехали всю ночь под дождем, а сейчас светит солнце. Это самое настоящее праздничное настроение. Прогноз погоды действительно обещал проливной ливень, но по заверениям участников подготовки праздника Семык в него вмешался верховный карт. На Семыке марийские карты, это старейшины, умеют еще менять погоду. Были годы, когда во время пролога начинался дождь, пролог останавливали, карты выходили на площадку, совершали молебен, дождь уходил и праздник продолжался. Официальной столицы праздника нет, переходит от села к селу, где веками проживают марийцы. На этот раз в Агрызском районе, дальнем от национальной республики, селе Пелемеш. И название его переводится как «цветущий цветок». Сегодня вас приветствую от всей души. А сами пелемешцы называют его пчелиным царством. Во время основания деревни наши марийцы, население, занималось бортничеством. И первый дикий пчел перевел в деревню, это моя прабабушка Сайнаб. И вот с этого времени начали развивать пчеловодство уже в черте населенного пункта. Душа народа в его традиции. Традиции хранят мужчины. Календарь главных дат, обряды, слова молитв не меняются веками. Их передают друг другу старейшины, умеющие говорить и слышать силы природы. Но я же не просто так вот стал в этой одежде. Это меня старики избрали верховным картом. Это было в 2009 году, когда большой форум менделеевцы собрались. И они отдельно собравшись, я говорю, вот вы старейшины, давайте одного мы все-таки изберем. Они стоят все и говорят, а мы скоро уйдем, тебя и оставим. И по традиции Семык начинается у священной березы, под которой карты собирают стол, алтарь и просят благословения у белого бога на проведение праздника. Специально испеченные блины – это для этого торжества. Вот мунуварчик – это из яйца сделанный. Блины, вот пироги, допустим. Обязательно присутствует должен мед, должен присутствовать. И наш традиционный квас должен быть. Отражение характера народа в его музыке уже былинное. Есть даже марш предания о марийском воине Акпатыре. Гусляры сегодня на вес золота, инструмент на заказ у частных мастеров. Это истинно марийский инструмент, где таким образом люди обращаются к богам. И поэтому наши моления будут сопровождаться с гуслями.
Красота народа в девушках, почти сплошь зеленоглазых, как отражение всех оттенков и настроения леса. Да, я ей постоянно об этом говорю. И посмотрите на остальных девушек, все просто прекрасные. А мы, мальчики, как прекрасные, тоже в дополнение идем. Сноровку меряют в труде. Марийцы жили и живут в лесах. Плотничество – один из главных навыков. А силу и удачу молодые потыры испытывают в соревновании 1 на 1. Марийцы, удмурты, чуваши, мордва, татары – множество народов, проживающих на одной земле. И, конечно, дополняющие друг друга, как, например, в кухне или цветах одежды, но с очень тонким пониманием оттенков. Еще один обычай – загадывать желание есть у многих народов. Свою ленту повязал и Раис Татарстана в марийской рубахе. Победить ВСО – самое главное желание. Семак народный и один из главных праздников марийцев в Татарстане проводится в 32-й раз. Порог, кэшем, правильно сказал, неправильно, тайрам, дэне. Если так, произношение не так, в следующий раз будет лучше. Очень красивый праздник, очень красиво вы сохраняете свои традиции. И, конечно же, много слов я из татарского похожих, но и очень красивые у вас пляски, песни. Я искренне поздравляю вас с таким красивым праздником. И очень рад, что на этой земле мы сохраняем наши традиции, самобытность и богатейшую культуру марийцев. В Российской Федерации насчитывается около полумиллиона марийцев. Из них около 62% проживает в республиках Мариэл и Татарстан. Мы приехали сейчас с Мариэл, с нашей родной республики. Мы оказались здесь как дома. Все свое, одежда своя, традиции свои. Мы жили многие века, поддерживая, помогая друг друга. И сегодня, в очень непростое для нашей страны время, марийцы, татары, русские, представители других народов, мы, сплотившись, снова одной семьей, стоим на страже своей страны. Так было, так есть и так будет в нашей великой России. Самобытность народов, танцы, в пластике и настроении, история, надежды. И, конечно же, всегда это истории о любви к жизни, к своим героям, к своей родной земле. И в этих орнаментах танцы, переплетение связей народов. Так, Семак, на который в следующем году вновь соберутся марийцы, будет отмечать уже в Мамадышском районе. А вот татарский федеральный Сабантуй, и приглашение уже прозвучало, состоится в Йошкар-Оле. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борагызгада и изготовляклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Июнь решил охладить пыл ушедшего мая, и следующая неделя обещает быть не жаркой, а местами даже прохладной. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке неделя начнется с ясной и умеренно теплой погоды. Температура ночью будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла, а днем выше 20 температура не поднимется. Осадки все так же не ожидаются. На юго-востоке Татарстана аналогичная картина. Тут также без осадков, малооблачно и тепло. Комфортная для самочувствия погода. Ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем всего до плюс 19. В центре республики дождей и высоких температур ждать не стоит. В ночное время отметка на термометре будет колебаться от 9 до 12 градусов со знаком плюс, а в дневной значительно теплее до плюс 20. На юго-западе Татарстана прохладнее всего. В ближайшие 7 дней дожди также не ожидаются, но погода непредсказуема. По прогнозам синоптиков, ночью температура будет колебаться от 3 до 10 тепла, а дни будут не жаркими, но вполне комфортными, до плюс 21. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя будет малооблачной. Ожидается сухая и умеренно теплая погода. Днем воздух прогреется до 20 градусов со знаком плюс. Ночью ожидается от 8 до 12 градусов тепла.
Календарное лето наступило, но возвращение майской жары пока не прогнозируется. Берегите себя и помните, что лето – это время начать что-то новое и наслаждаться моментом. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!